В общем, сколько раз я ходила к Лебедевой Екатерине Александровне, это директор компании, страховой компании «Россия». Я к ней обращалась в письменном виде, в устном виде, о том, чтобы мне приняли, во-первых, заявление от меня на пособие ребенка, во-вторых, чтобы у меня заявление все приняли, это справки 2 НДФЛ мне хотя бы дали, ну, все мои запрашенные справки, выдали хотя бы копию трудовой, вот, ни копии трудовой мне ничего выдано не было, вот. На что они мне все время отвечали, что якобы все документы, личные дела и трудовые книжки находятся в Москве. С Москвой я созванивалась с замом директора, созванивалась ну, со многими там людьми, фамилию вот могу замом сказать, фамилия, имя, отчество. Вот, и по громкой связи я к Лебедевой ходила, созванивалась с Москвой, на что мне там отвечали, что никаких документов трудовой ничего не поступало, все находится в Сыктывкаре, а именно у Лебедевой Екатерины Александровны. На что она все врала, что трудовой нету. Я пришла с прокурором, с прокуратурой туда. Прокуратура как бы настояли на том, что если не достают по-хорошему трудовые книжки, то тогда будет обыск. Ну, они как бы немного так пригрозили, как бы сказать, да. На что как бы они меня попросили выйти из кабинета и достали эти трудовые книжки. Это спустя 3 месяца они меня мучили вот так вот. Вот. Трудовую только копию мне, получается, выдали. Сейчас на данный момент никаких мне справок, никаких заявлений от меня так до сих пор не приняли. Пособие мне как не выплачивалось, так и не выплачивается на ребенка. Вот еще одна девушка есть, Савка Наталья, которая тоже со мной вместе пособие не получает, но она как вот со 2-м ребенком сидит. Вот. И вот Тинигин Сергей Анатольевич, он тоже ни больничные не оплатили ему, ни зарплаты не выплатили. Тоже никаких справок, трудовой тоже врут, что трудовой нету. Ну и нахальным образом мне всегда намек дается на то, что если ты по-хорошему заявление на увольнение не пишешь, то ты тогда ничего не дождешься. Якобы ни трудовой ты не увидишь никогда, ни зарплаты, ни пособий, ничего. Если ты по-хорошему увольняешься, мне сказали, то ты хоть что-то как-нибудь получишь, хотя бы трудовую обратно. Мне вот сказали вот таким образом. Все время как бы вот угрозы от них. Вот когда к ним приходишь, они нормально не разговаривают, все время с ухмылкой. Якобы, а что ты у нас пособие хочешь получать, иди у мужа можешь получать на работе. Вот таким образом.